Быть всегда готовым оказать медицинскую помощь, внимательно и заботливо относиться к больному, хранить врачебную тайну. Клянусь. Клянусь. На пороге начала самостоятельной жизни, перед лицом своих друзей и преподавателей, в стенах Сухумского медицинского колледжа Николь Хасая, как и другие ее однокурсники, дала клятву медработника. Николь с детства мечтала стать медиком и в полной мере осознает всю ответственность выбранной профессии. Здесь она обучалась специальности стоматолог-гигиенист. В планах у девушки продолжить учебу уже в высшем учебном заведении. Я была маленькая, когда играла в игры и лечила всех животных, делала им уколы, как делают маленькие дети. Всегда и бабушка говорила: ты, наверное, станешь врачом у меня. И она, как любая бабушка, наверное, хотела бы, чтобы ее внучка стала врачом, медиком. Стоит отметить, что Николь была в числе тех волонтеров-студентов, которые были направлены в Гудаутский ковид-госпиталь в связи с нехваткой младшего медперсонала. Мы, как медработники, не могли отказаться. Мы проявили инициативу сами. Нам сказали, наш директор расписал нам ситуацию и сказал, что есть такая ситуация и нужна помощь. Мы не замедлили, подумали быстренько, пару дней, узнали у родителей и сразу поехали в ковид-центр. Специалист по лечебной физкультуре Дмитрий Келин уже работает по своей специальности. Принцип «век живи, век учись» молодой человек использует как девиз жизни. Дмитрий решил получить еще одно образование, освоив профессию фельдшера. Он также был в числе волонтеров. Получается, в первой группе поехали с медколледжа, кто не испугался, кто согласился, кого отпустили родители, кому дали разрешение, мы из первых единиц, кто там был. Там общая работа была и как медбрата, и как санитара, и как врача, можно так сказать. Директор колледжа НАТО Тарба напомнила, что на долю выпускников 2021 года выпали тяжелые времена из-за пандемии коронавируса, и они, как люди своего дела, не остались в стороне. Наши дети, можно сказать, что были на войне, как на войне. С 5 утра пешком с нового района, пешком спускались наши студенты, чтобы оказаться на месте вовремя. Это большое дело. И по сей день, вот сейчас стоят вот здесь наши волонтеры, которые с первых же дней работают там, рядом с нашими медиками. В церемонии принял участие министр здравоохранения Эдуард Будба. Он поздравил выпускников и добавил, что непременно будет присутствовать на предстоящих экзаменах, чтобы проверить уровень знаний выпускников медколледжа. Я хочу просто как врач, как хирург к вам обратиться и сказать: большая надежда на вас, на всех, потому что наши коллеги, врачи, медицинские сестры, кто бы чем ни занимался для медицинского сообщества, мы должны работать одной дружной большой командой. Тогда мы добьемся успехов. Поздравляю вас, желаю вам творческих успехов, чтобы все было у вас хорошо на вашем жизненном пути, люди в белых халатах. В этом году в Сухумском медицинском колледже 103 выпускника по разным специальностям. Медсестра, фельдшер, акушер, лаборант, фармацевт, гигиенист и зубной техник. Сария Кварацхеля, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение.